20 лет назад в этом самом месте на повороте в селе Ачгуара при попытке освободить оккупированную войсками Госсовета Грузии Очимчиру погибли бойцы группы «Деда». Так называли себя солдаты, чьим командиром был Борис Пачулия. 21 человек остался на этом повороте. После войны уцелевшие бойцы установили здесь камень с именами однополчан и флаг, которых хулиганы постоянно срывали. По просьбе участников группы «Деда» компания «Аквафон» установила здесь не один, а целых 2 флага на мощных опорах, которые вряд ли окажутся по зубам недоброжелателям. По словам Джона Зарандия, бойца группы «Деда», флаги – еще одно немаловажное напоминание и подрастающему поколению, и недоброжелателям. Мы в любом случае находимся в состоянии войны. Признали нас, не признали, мы все равно у нас наш сосед не дремлет. И дети видят это, что не помнят, по крайней мере, отцов их, дядей, старших. Видят это. Когда воспитание это имеет большое значение. В моем понимании так, да не только в моем. Аквафон установил такие флаги в каждом городе республики. 6 пар уже красуются в знаковых местах Абхазии. Ачгуара в плане не была обозначена первоначально, но аквафоновцы не смогли не отреагировать на просьбу ветеранов. Это особая история, это совершенно другое дело, потому что во время войны в этом месте произошли события, которые никогда, вот каждый, кто здесь находится, никогда не забудет. Но есть такие, которые, к сожалению, стали забывать. И мы должны им это напоминать каждый год, каждый день. Мы должны привлекать внимание к таким событиям. В этот день бойцы вспоминали своих однополчан, которые навсегда остались в их памяти молодыми и сильными, жизнерадостными и смелыми. Мурман Гварамия был одним из самых молодых бойцов группы «Деда». Тогда ему было 19 лет. Сегодня Мурман вспоминает своего ровесника, бесстрашного кабардинского добровольца. На примерах вот и Руслана Трунова, на примерах вот всех ребят тут поименно, вот на них нужно, я думаю, чтобы вот воспитывать последующее поколение, чтобы они помнили, ценили, чтобы знали, что свобода народа, она просто так вот никто не дает, что ее нужно завоевывать, но она завоевана, ее надо защищать, ее нужно вот как бы развивать. На церемонию поднятия флагов приехали ученики близлежащих школ. На уроках истории они подробно изучают события 92-93 годов. А в этот день им удалось пообщаться с самими участниками событий. Этот эпизод самым удачным был в этой войне. Но это еще раз подтверждает, насколько героическая была наша армия. Ветераны часто собираются здесь. Также зажигают свечи в память о лучших друзьях, с кем росли и не думали о слезах, которые молча проливают сегодня. Большая часть тех людей, с кем я вырос, с кем я начинал жить, все здесь сложили свою голову. Ветераны мечтают, чтобы на месте камня появился памятник, а заросли кустарника превратились в уютный парк. И считают, что 2 новых высоко развивающихся флага – еще один шаг к осуществлению их задумки. Марианна Котова, Раму Камке, Абаза ТВ.